День защитника Отечества – знаменательная дата для многих жителей нашей страны. Сосногорск в этом отношении не исключение. По доброй традиции в городском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный сильным и мужественным людям. В зале представители разных поколений защитников Отечества. Ветераны Великой Отечественной, афганцы, сотрудники силовых структур. В их адрес со сцены звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. Сегодня особенный день. Сегодня мы чествуем сильную половину человечества. Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны. Мы чтим тех, кто защищал интересы нашей страны в Афганистане, в Чечне, в других горячих точках. В этот день хочется сказать и особые слова признательности женщинам, которые наравне с мужчинами несут свою вахту в рядах русской, российской армии. Я желаю вам всем здоровья, счастья вашим семьям и, самое главное, мирного неба над головой. С праздником! Ведущие творческие коллективы и исполнители района подготовили много красочных тематических номеров. Праздничная программа прошла на одном дыхании. Она напомнила зрителям не только о радостных, но и трагических моментах многовековой истории нашей страны, о слезах матерей, не дождавшихся с войны своих сыновей, о миллионах павших на полях сражений. Их память почтили минутой молчания. Но жизнь продолжается. И уже новое поколение сосногорцев во весь голос поет о том, что наша армия самая сильная. Влада Гришаева, Елена Двожик, Евгений Юрин и Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе в Сосногорске стартовал муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года». Традиция его проведения зародилась почти 3 десятилетия назад. Именно благодаря ему выявляются самые старательные и трудолюбивые, одним словом, лучшие в своем деле. Из года в год в конкурсе участвуют педагоги со всего района, чтобы не только представить себя, но и повысить свой уровень профессионализма. В этом году 5 конкурсантов представлены как педагоги Сосногорска, так и Нижнего Одесса, совершенно разных профессий. Это учителя физкультуры, учитель иностранного языка, учитель истории. Они делятся с нами своим опытом, и мы по определенным критериям выбираем победителя. Гульнара Мустафина в профессии преподавателя уже более 5 лет. Учит детей английскому языку в Сосногорской 2-й школе. Рассказывает, что иностранный язык был самым любимым предметом в ее школьное время. Именно поэтому теперь она делится своими навыками с другими. Я думаю, что дети для меня имеют огромное значение в моей жизни, и поэтому я решила свою жизнь связать с ними. Дать им то, что я знаю, и научиться у них тому, чего я еще не знаю. Каждый педагог на импровизированной сцене демонстрировал профессиональную компетентность, широкий спектр современных технологий, находящихся в его педагогическом арсенале, а также умение преподнести информацию так, чтобы его поняли окружающие. Have you got a friend? У вас есть друзья? Very nice.
У вас есть друзья? You got a friend? Yes. 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 And you? Yes. Саморазвитие и самосовершенствование. Именно этими двумя словами описывает свое участие в конкурсе учитель истории первой сосногорской школы Константин Козырь. Еще в юном возрасте мужчина всерьез увлекся историей своей страны. А уже сегодня в мельчайших подробностях на правах учителя рассказывает старшеклассникам о великом правителе XIX века Александре I. Интерес с детства. Сам как ходил в школу. Учительница моя по истории, Любовь Яковлевна Лейба, она мне еще в классе в 6 сказала, что ты, говорит, Костя, наверное, будешь историком. Ну вот, так и случилось. Время, проведенное на конкурсных испытаниях, оставило в памяти участников только яркие воспоминания и придало новый импульс в работе. Всех без исключения объединяли трудолюбие и мудрость, требовательность и верность избранной профессии. Учителя имели возможность приоткрыть тайны творчества, найти единомышленников и вдохновение для новых свершений. Они напомнили всем о том, что педагог – профессия дальнего действия. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Международный женский день 8 марта на сцене городского дома культуры «Горизонт» состоится уже ставший традиционным районный конкурс «Две звезды». Ежегодно мероприятие собирает рекордное количество зрителей. Главная изюминка фестиваля в том, что в каждом дуэте лишь один из участников имеет сценический опыт. Как отмечают организаторы мероприятия, на сегодняшний день уже подано более 10 заявок на участие в конкурсе. Как показывает практика, это мероприятие пользуется большим спросом у сосногорских зрителей, поэтому я думаю, чем больше участников будет, тем лучше. Мы всегда ждем новые имена, новые лица на нашей сцене, тем более, что город Сосногорск наполнен творческими людьми. В этом году в нашей стране празднуется 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому на конкурсе приветствуются творческие номера, посвященные этой знаменательной дате. Несмотря на то, что данное мероприятие у нас традиционно проходит в Международный женский день, в этом году будет уникальным то, что оно будет посвящено частично, посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому номера, посвященные патриотическим каким-то моментам, ну, соответственно, может быть, песни военных лет, приветствуются. Жюри конкурса будет оценивать выступления по нескольким критериям: художественная выразительность, технический уровень исполнения, зрелищность, оригинальность подбора репертуара и исполнения. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 марта по электронному адресу, который указан на ваших экранах. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. – 22 февраля Сосногорский лыжный стадион «Черемушки» вновь стал местом проведения массовой гонки «Лыжня России». Участниками масштабного спортивного мероприятия стали более 1500 горожан. Настроение очень отличное к «Лыжне России», всегда положительно, даже замечательно. Всю жизнь занималась лыжами, сейчас уже на пенсии, но лыжи, спорт не бросаем. Право открыть «Лыжню России» было предоставлено профессиональным спортсменам. Их сменили семейные команды. Всего в этом году на старт вышли 18 коллективов, состоящих исключительно из родственников. Мы все относимся хорошо к этому празднику. Вон сзади моя мама, бабушка, моя сестра, брат и папа еще принимают участие. Подойди. Вон. Еще один человек прибавился. Я думаю, мы сегодня приедем не самые последние. Пришла с сыном и с коллегами по работе. Пришли в первый раз на «Лыжню России». Вот. Ну, чтобы для настроения, для коллектива. Для участников спортивного праздника были подготовлены разнообразные призы. Так, например, маленькой леди «Лыжни России» стала Ксения Буянова, которой недавно исполнилось 3 года. Мы вообще всю семью прививали к спорту. Старший наш сын Игорь, он занял в Ярославле 1 место среди школьников в свое время. Второй сын Олег, вот он здесь присутствует. Он тоже спортсмен у нас, по-моему, 1 разряд, я насколько помню. Внук старший здесь у нас Саша, он тоже с 3 лет катается на лыжах. Бегает постоянно с папой.
А теперь у нас самая младшая Ксюша, которая с этого года тоже начинает заниматься лыжным спортом. Надеюсь, что семья будет у нас вся здоровая, все будут хорошо себя вести и кататься на лыжах. Были отмечены и самые креативные участники спортивного праздника. Среди команд наиболее оригинальным был признан коллектив Дома детского творчества, представший в образе партизан времен Великой Отечественной войны. Мы команда Дома детского творчества и ежегодно принимаем участие в Лыжне России. Ввиду 75-летия Великой Победы у нас возникла идея создать новый образ. Это образ партизанов и принять участие в Лыжне России. Сегодня замечательная солнечная погода, хорошее настроение. Мы всем своим коллективом принимаем участие в данном мероприятии. В промежутках между забегами скучать не пришлось никому. В программу «Лыжни России» вошли зимние забавы, аниматоры, ростовые куклы, а также тематическая фотозона. А для тех, кто проголодался, работала полевая кухня с ароматной кашей и горячим чаем. Еще одним приятным бонусом стала выдача каждому зарегистрированному участнику гонки сертификата на скидку для посещения сосногорских спортивных объектов. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.